Корреспонденты Сибайского телевидения узнавали, где в Сибае могут помочь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Дорога в будущее руками юных конструкторов. Чем сегодня занимаются одаренные подростки? Ждать придется меньше. В поселке Аркаим пересмотрено движение общественного транспорта. В эфире Сибайского телевидения выпуск городских новостей. В студии я, его ведущий Милиш Бердин. Здравствуйте. Карта маршрутов Сибайского общественного транспорта вновь претерпит изменения. Уже с завтрашнего дня будет пересмотрен план, а в скором времени и интервалы движения автобусов по маршруту номер 7, сообщение которого связывает черту города и поселок Аркаим. Изменения, как комментирует руководство автотранспортного предприятия, принимаются ради удобства постоянных пассажиров и обеспечения большей мобильности для жителей периферийных районов города. Подробности в материале Рената Музафарова. Поселок Аркаим возник на карте города более 20 лет назад и продолжает расширять свои границы. Сегодня его численность составляет порядка 3500 человек. Появляются новые улицы, что делает необходимым развитие соответствующей инфраструктуры. Одной из актуальных проблем по отзывам жителей периферии является движение общественного транспорта в пригородные районы. В декабре данный вопрос активно поднимался в эфире нашей информационной передачи. Необходимость проводить время в ожидании прибытия автобуса в условиях низких зимних температур усугубляется ввиду значительной удаленности остановочных пунктов для жителей новых поселковых улиц. Так, проживающим по улицам Малихова и Юлалинской поселка Аркаим для того, чтобы воспользоваться услугами общественного транспорта, приходилось преодолевать расстояние порядка километра пешего пути в обоих направлениях. Согласно комментариям руководства автотранспортного предприятия, позитивные изменения произойдут для жителей этих районов уже 1 февраля настоящего года. С 1 февраля вносятся изменения в график и в маршрут движения городского маршрута номер 7, это в поселке Аркаим. Значит, как можно сказать, продлевается маршрут практически на километр. Это до улицы Малихова, там, значит, разворотную площадку сделали, расчистили, установили 2 павильона. Ну, фактически 2 остановки добавляются еще на маршруте. Пеший путь пассажиров, проживающих в тех дальних поселковых районах, пока пролегает мимо новых остановочных пунктов. Это обстоятельство позволяет наглядно оценить силы и время затрат, и экономию которых, к своей радости, аркаимовцы получат уже завтра. Конечно, далеко. Тебя будут первый пускать автобус, нормально было бы. Дети, тем более, в школу идут пешком. Мы вон, где это, Созранка, вот оттуда вон до туда ходили. Ну и как отразится, вы думаете, это на вашей жизни? Хорошо будет. Остановка хоть рядом будет у нас. Расписание движения автобусов на данном маршруте пока никаких изменений не претерпит. При этом остается так называемая зимняя мера в виде привлечения дополнительной единицы техники в вечерние и утренние часы пик. Этих ресурсов, как отмечает руководство предприятия, должно хватить для обеспечения бесперебойного движения автобусов в прежнем штатном режиме. В планах предприятия на 2018 год значительно повысить мобильность общественного транспорта. Надеемся на открытие в городе, значит, заправочной станции метана для работы, значит, автобусов на газомоторном топливе метан. И вот это позволит нам приобрести автобусы соответствующие, потому что в настоящее время в городах по республике по Башавтотрансу такие автобусы уже работают, обслуживают горожан. К сожалению, у нас заправки такой нету, и, соответственно, и автобусов таких нет. Появление газозаправочной станции и перевод транспорта предприятия на метановое топливо, согласно полученным комментариям, позволит увеличить автопарк, а вследствие чего и сократить интервалы между прибытиями автобусов. Сегодня вопрос о строительстве станции по имеющимся данным преодолел стадию согласования необходимой документации. Ренат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.
В 2017 году на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей выделено 12 миллионов 36 тысяч рублей. На эти средства закуплено 462 путевки на загородные оздоровительные лагеря Шифа, Юлдаш, Березка и 199 путевок в санаторий-профилакторий город Сибай. Как проходила летняя оздоровительная кампания в минувшем году, узнаете далее. Основными задачами оздоровительной кампании 2017 года было обеспечение организации полноценного оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях, временное трудоустройство несовершеннолетних. При этом уделялось особое внимание подросткам, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и находящимся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований пожарной безопасности. В прошлую оздоровительную кампанию загородный оздоровительный лагерь Шифа принял участие в электронных аукционах и дополнительно привлек средства из федерального бюджета на сумму 1 миллион 193 тысячи рублей на 84 путевки. Оздоровлен 41 ребенок из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из местного бюджета на отдых и оздоровление детей выделено 1 миллион 900 тысяч рублей. Данные денежные средства были направлены на организацию профильного лагеря, трудового объединения и палаточного лагеря. По отделу образования организованы центры с дневным пребыванием в общеобразовательных школах. Общий охват составил порядка 1000 школьников. Сюда вошли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья из многодетных, малоимущих, неполных семей, дети из семей безработных граждан и состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Трудовые объединения с одноразовым питанием, где общий охват составил 400 детей, также были организованы по линии отдела образования. На базе общеобразовательных учреждений города и в загородных оздоровительных лагерях работали профильные лагеря для 492 детей и палаточные лагеря для 95 детей. В гимназии 5-12 школах, лицеев номер 9 и Рандык были организованы профильные лагеря за счет внебюджетных средств и средств родителей. По итогам прошедшего сезона управлением Роспотребнадзора составлены рекомендации по оздоровлению детей в 2018 году. В Уфе есть настоящий островок доброты и понимания для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Речь идет об отделении «Мать-Дитя», которое является структурным подразделением государственного бюджетного учреждения «Республиканский ресурсный центр «Семья». Чаще всего в него обращаются женщины, оказавшиеся в кризисной ситуации. Подобное место, куда могут прийти за помощью и поддержкой, есть и в нашем городе. При отделении Юго-Восточный межрайонный центр «Семья» с 2016 года функционирует кризисная комната для оказания социальной помощи женщинам с детьми, находящимся в социально опасном положении. Цель кризисной комнаты – обеспечение временного приюта, а также оказание психологической, юридической, педагогической и социальной помощи. Кризисная комната оказывает социальные услуги следующим категориям женщинам в возрасте от 18 до 55 лет. Это женщины, которые подверглись психофизическому насилию, потерявшие родных и близких, это вдовы, одинокие матери с несовершеннолетними детьми, несовершеннолетние матери, беременные женщины, в том числе несовершеннолетние женщины, женщины из неполных семей, находящиеся в предразводной и послеразводной ситуации, а также находящиеся в конфликте с семьей. Кризисная комната может оказывать социальные услуги женщинам, как обратившимся по собственному заявлению, либо по направлению различных социальных учреждений. Это может быть образование, здравоохранение, образование или по направлению отдела внутренних дел. Услуги оказываются в кризисной комнате бесплатно. Срок пребывания в кризисной комнате не более 30 дней, но бывают ситуации, когда мы на сроки не смотрим, оказываем помощь до выхода из трудной жизненной ситуации. Питание, приобретение хозяйственно-бытовых принадлежностей – это осуществляется за счет средств женщины, поступившей к нам в кризисную комнату. За 2017 год в кризисной комнате проживали у нас 2 многодетные женщины с детьми в возрасте от 0 до 7 лет. Им были оказаны различные виды социальных услуг, и эти семьи у нас вернулись обратно в свою семью.
Дома будущего, транспорт на воде и экологические задумки по строительству парков и аттракционов. Это и многое другое было представлено юными конструкторами на состоявшемся в Центре детского творчества фестивале «Дорога в будущее». Подробности в материале Ирины Оренбургиной. Это же называется проект «Школа будущего». Вот здесь есть спортивный зал. Он в хорошую погоду раскрывается, а в плохую закрывает. А потом обратно открывается, когда хорошая погода. И стоит там, дети занимаются. Вот здесь парк лесной, здесь скамейки, можно ученикам отдохнуть. Наверху школы есть символ Сибая, куница. В Центре детского творчества состоялся второй городской фестиваль технического мастерства «Дорога в будущее». Юные техники из 17 дошкольных учреждений города соревновались в мастерстве и креативности по моделированию и конструированию. Фестиваль направлен на развитие творческих способностей дошкольников и выявление детей, обладающих нестандартным мышлением и способностями конструктивной деятельности. Его организатором выступил отдел образования, а детский сад «Лейсан» подготовил и провел мероприятие, ставшее настоящим праздником не только для участников, но и для зрителей фестиваля. Открывая встречу юных конструкторов, с приветственным словом выступила заместитель главы администрации по социальным вопросам Гузели Шимгулова. Очень хороший фестиваль мы с вами придумали, и очень хорошо мы, оказывается, к нему готовимся. Помимо того, что сегодня представлены самые лучшие команды с вашего дошкольного учреждения, вы эти фестивали провели каждый в своем детском саду. Охват детей у нас становится в 3-4 раза больше. Вы подрастете и обязательно уже 100% уверенно войдете в нашу новую программу «Антиклашки». Но всем сегодня, ребятам, педагогам, родителям, которые за вас болеют, я желаю успехов. Юные техники соревновались в 3 группах разной направленности. Самые маленькие участники по образцу выполняли конструирование и моделирование фигур из наборов лего-дупла. Вторая группа занималась транспортным моделированием. Ребята собирали различные корабли, автомобили, самолеты и вертолеты. И конкурсанты постарше создавали и конструировали различные виды зданий, используя заранее подготовленные заготовки. Здесь можно было убедиться, как много всего можно смастерить из картона, коробок, пластика, дерева и других подручных материалов. Мы будем с вами путешествовать. Поэтому решил сделать кораблик? Ну, здорово. А почему ты решил вот сделать такую машину пожарную? Потому что у меня получалось, и я с мамой учился делать. Отлично. Хорошая у тебя получилась работа. Мама нравится? Да. Ты давно занимаешься лего-конструированием? Да. Тебе нравится? Да. А кто твой педагог, с кем занимаешься? Кто тебя учит? Папой. Работают на бензин, но эти нет. Они загрязняют экологию. А твои машины? Нет. На чем они работают? Вертолет работает на воде. Расскажи, пожалуйста, что ты сделал? Собаку. Собаку? А ты давно увлекаешься лего-конструированием? Я помогал маме сделать колеса Давно? и золото. Тебе нравится? Да. А с кем занимаешься, дома или в садике? Дома. У Кремля 20 башен. А самая главная и красивая Спасская башня. На ней расположены самые главные часы – куранты. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь, какой проект и почему его именно ты выбрала? Потому что мне нравится делать домики из коробочек. Известные персонажи из мультфильма «Фиксики» Нолик и Симка развлекали участников в перерывах между занятиями. Они устраивали физминутки и зажигательные танцы под любимые детские песни. Огромные роботы, появившиеся в рамках сценария, вызвали у ребят бурю эмоций и придали мероприятию особый колорит. Ни одна команда в этот день не осталась без подарка. Все были награждены в своих номинациях и получили памятные призы от спонсоров. Ирина Оренбургина, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Обещанное синоптиками потепление не спешит, но небольшое изменение на столбике термометра вверх все же присутствует. О том, какая погода сибайцев ожидает в ближайшее время, узнаете далее.
Облачная погода с прояснениями ждет сибайцев к концу рабочей недели. Начало февраля обещает быть теплым, несмотря на вероятную возможность осадков. Ночная температура не опустится ниже отрицательной отметки 20 градусов. В выходные дни солнце наберет свою активность и воздух прогреется от 8 до 10 градусов ниже нуля. На выходных установится ясная погода с переменной облачностью, что прекрасно подойдет для планирования активного семейного отдыха на свежем воздухе. Юго-восточный ветер в некоторых районах города будет доходить до скорости 10 метров в секунду. Любителям зимней рыбалки стоит проявить особое внимание к местам проведения своего досуга. На водоемах из-за колебаний температуры воздуха возможно уменьшение толщины льда. В начале следующей недели ожидается незначительный снегопад, дневная температура будет держаться в пределах минус 8 градусов. А вот автолюбителям придется еще немного побеспокоиться, так как недельный экватор в ночное время принесет за собой заморозки. Такими были новости среды. Я желаю вам удачи и прощаюсь. До скорых встреч.